Всем привет! Выход Windows 7 всколыхнул рынок операционных систем, поднялась достаточно большая медийная, так сказать, волна, и поэтому разработчики программ для мобильных телефонов тоже не могли проигнорировать эту тенденцию, этот, так сказать, тренд, и поэтому вот я вам сегодня покажу, например, одну из попыток эмулировать интерфейс Windows 7, а именно, собственно, программу Win 7. Итак, программа построена на флеш, но, как вы видите, когда мы ее запускаем, практически мы видим главный экран, рабочий стол, как будто бы Windows. Нажимаем кнопку «Пуск», всплывает список программ. И вот мы можем, например, перейти в календарь. Вот видите, переходит. Ну или, например, в музыку тоже переходит. То есть этот все у нас работает. Правда, видите, из музыки приходится долго выходить. Ну а теперь, собственно, о недостатках этой программы. Во-первых, она построена на флеш, но это можно было бы терпеть. В принципе, не так уж и страшно. Во-вторых, эта программа не позволяет делать свои иконки для своих приложений. Соответственно, она не так удобна. Мы должны пользоваться только тем, что нам здесь вот выдали. Такие как веб, часы, медиа, профили, камера, музыка, темы. Но, например, какую-то свою программу запустить из этой программы нереально. Это, конечно, уже, ну, снижает ее ценность. Ну и, собственно, сам интерфейс не такой удобный, потому что то, что хорошо для компьютера, для мышки, не так уж и подходит для пальцевого управления, и надо достаточно тренироваться, чтобы вот попадать, например, в календарь. Я просто уже давно имею дело с этими экранами. То есть, в принципе, программа больше создана, мне кажется, чтобы поприкалываться с друзьями, показать вот практически как запустили Windows на Nokia 5530 или на другом устройстве под Symbian S65 редакции. Ну, я думаю, на этом обзор этой программы я завершу. Всем пока.